Добрый вечер. Сегодня понедельник, 25 января, 698-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Отец, пропавший в Симферопольском районе 16-летней Эльвины Розаковой, называет информацию российского телеканала Life News о том, что его дочь уехала в ИГИЛ, ложью и ерундой. Абдуль-Азиз Розакова говорит, его дочь могла убежать из-за ссоры с родственниками. Также он предполагает, что она может страдать психическим расстройством. Если она и уехала куда-то из Крыма, то не по своей воле, говорит отец. Да, это же чушь полная. Они, во-первых, человека не нашли, а вот такое предположение выдвигают. 15-летний ребенок, какой ИГИЛ? Могла ли она вообще выехать из Крыма, как вы думаете? Ну, трудно сказать, могла ли, не могла. Я думаю, если даже могла, то не по собственной воле, я бы так сказал. Ну, я думаю, что у нее нервный срыв произошел. Скорее всего, если она, конечно, уехала, то она уехала с каким-то потрясением, скорее всего. Возможно, там она, мы вместе не живем, она там с бабушкой, с девушкой, возможно, там как-то поругались они. У ее мамы психическое расстройство есть, у ее мамы. Она тоже 16 лет теряла рассудок. Возможно, это наследственное дочке перешло. Сегодня прошло очередное заседание суда по делу 26 февраля. Адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов объявил отвод российскому прокурору. Однако суд его отклонил. По данным российского следствия, подсудимые участвовали в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года возле крымского парламента, в которых из-за образовавшейся давки 2 митингующих погибли. 79 человек, по данным следствия, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подсудимые своей вины не признают и считают данное дело политически мотивированным. Очередное задержание в Крыму крымско-татарского активиста 21-летнего Муидина Альвапова силовики подозревают в поджогах автомобилей в Ялте. Но настоящая причина преследования – политические взгляды, уверен первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. На своей странице в Facebook Джилял отметил, семья Муидина граждански активная. Они постоянно принимают участие в различных общественно-политических мероприятиях. Заседание суда по избранию меры пресечения для Муидина Альвапова состоялось сегодня в Ялте во второй половине дня. Результат пока неизвестен. Устроили маски-шоу, дали мне на обыск, на нем самом искали моего старшего сына, а потом еще и второго. И потом, когда уже я сказала, что моего старшего сына нет здесь, они стали искать, где музей. Я в дом, они ворвались в дом. Якобы мой сын в аварии поджогов этих машин. Наверное, на 200% уверена, что это сын его не делал. Адвокаты просто как они считают, что распечатники, но считают, что мой сын старше, там они говорят. Мой сын категорически отказывается, а они на него. Вот они путали в своих показаниях, говорит. А я им сказала, что вся наша вина в том, что мы крымские татары. Срочная миссия Совета Европы начинает работу в Крыму. Ее возглавит швейцарский дипломат Жерар Студман, которому будут помогать 3 членов секретариата Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд подчеркнул, что миссия будет проводиться в условиях полной независимости и не будет касаться любого вопроса, связанного с территориальным статусом Крыма. Мандат миссии охватывает все основные вопросы прав человека, включая свободу выражения, мнений и свободы СМИ, свободы ассоциаций и собраний, право меньшинств и местного самоуправления, борьбы с коррупцией и условия содержания в тюрьмах. В связи с этим в некоторых школах Симферополя, ожидая приезда представителей Совета Европы с проверкой развития украинского и крымско-татарского языков, детей заставили за выходные выучить украинские стихи и песни для показухи. И даже сказали прийти в вышиванках, передают события Крима. Ми очікуємо найближчим часом місію Парламентської асамблеї Ради Європи по перевірці дотримання прав людини в Криму, в першу чергу, і в тому числі наших представників кримсько-татарського народу. Ми організовуємо широке обговорення місії, яка повернулася з Криму, яка була організована Туреччиною. Результати, які вони вражаючі, шокуючі, і світ повинен про них знати. І для того, щоб створити майданчик, формат, де ми це маємо обговорювати, Україна запропонувала абсолютно чіткі, прозорі пропозиції. Там має бути
Європейський Союз. Там має бути Сполучені Штати Америки. Залучитися до цього повинні країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей формат можна «Женева плюс» і негайно розпочати консультації в организации цього процессу. Сегодня начала свою работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В составе украинской делегации лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Основные темы заседания – проблемы терроризма, миграционный кризис, демократические институты в Польше. Вопросам временно оккупированного Крыма и агрессии России против Украины будут посвящены несколько мероприятий и круглых столов. В том числе с участием Джемилева будет проведена пресс-конференция по нынешней ситуации в Крыму. Представители России на сессию ПАСЕ не приехали. Не утихают страсти по поводу закрытия главного производителя молочной продукции на полуострове. Несмотря на то, что в Министерстве сельского хозяйства Крыма нашли 20 тонн сырья для работы предприятия «Крым-молоко», дирекция в ультимативной форме увольняет сотрудников. Работники говорят, давление со стороны руководителей предприятия жесткое. Помещение в аренду. Ходят сюда арендаторы, смотрят наши помещения производства в аренду. Сегодня наш руководитель собрал нас и сказал, что если мы не будем приходить на работу в 9 и уходить в 6 часов, нас уволят по статье за нарушение трудового порядка. И сказали, сегодня последний срок. Если мы сегодня не уволимся, если мы увольняемся, нам заплатят 1,5 оклада. Если мы сегодня не уволимся, в понедельник это будет чисто оклад. Женщина проживала на территории Крым-молока в общежитии. Им просто взяли, выключили свет и говорят, мы вам включим свет только когда вы подпишете увольнительную свою. В Симферополе из-за холода остановили движение троллейбусов. Пресс-служба российской горадминистрации сообщает, что троллейбусы заменят маршрутками, число которых собираются увеличить. Также российская администрация Симферополя решила отключать лифты в многоэтажных домах при увеличении нагрузки в сети электроснабжения. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. На территории Крыма с 22 ноября прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения энергоснабжения с материковой Украиной. Сейчас Крым обеспечивается за счет генераторных установок из России и энергомоста с Кубани. Однако российская администрация Крыма периодически сообщает об авариях в энергосетях. Инновации по-бахчисарайски. В интернете набирает популярность видео, в котором показан новый способ ремонта дорог. Пользователь сайта Бахчисарай.нет поинтересовался у ремонтников, кто дал распоряжение засыпать ямы на дороге землей. Ответ – коммунальное хозяйство. Пока глава городской администрации Бахчисарая Владимир Верховод на своем аккаунте в Facebook выкладывает видео о том, как ремонтируют дороги в США и обещает к весне 2016 года сделать такой же ремонт в исторической части города, реальность предстает нам совсем другой, подписал видео автор. Вот так вот у нас дороги ремонтируют. В зоне АТО пророссийские боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты в Опытном и Песках. Всего за последние сутки наемники 29 раз атаковали позиции українських воєнних. Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Незважаючи на домовленості щодо врегулювання конфлікту, противник продовжує обстріли наших позицій з різних видів зброї. Так, по опорному пункту неподалік Мар'їнки ворог вів прицільний вогонь з гранатомета, стрілецької зброї та застосував зенітну установку. В районі Донецького литовища проросійські бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти в Опитному та Пісках. По позиціях українських військ неподалік Новгородського працював ворожий снайпер. Неспокійно було і неподалік Авдіївки, де окупанти з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї вели вогонь по наших укріпленнях. Загалом протягом минулої доби проросійські найманці 29 разів обстрілювали позиції сил АТО.
Цены на продукты в Украине снижаться не будут. Об этом заявили аграрные эксперты на сегодняшней пресс-конференции в Киеве. И это несмотря на упавший экспорт и переизбыток на внутреннем рынке. Благоприятные факторы снижения цен на дизельное топливо и минеральные удобрения. Это удержит цены, но весной эксперты прогнозируют очередной рост. Чего он в первую очередь коснется, знают наши журналисты. Торговая война с Россией на треть снизила экспорт украинских товаров. Продукты оказались на внутреннем рынке. Переизбыток должен был привести к снижению их стоимости, как это произошло в странах Евросоюза, столкнувшихся с российскими продовольственными санкциями. Но в Украине этот экономический эффект мало заметен, считают эксперты. Такое действительно может быть по твердым сырам, может быть по молочке. Но то, что сейчас, грубо говоря, продавали в России, продать нельзя. Это временное подешевление. Но это действительно может быть, когда вы придете, увидите, твердые сыры подешевле на 5 гривен, на 10. Это возможно, вполне. То есть, в любом случае, понимаете, наши производители производят все-таки больше. Естественно, если они не смогут продать в России, им надо будет распродать. Не повлияла на цены и товарная блокада Крыма. На полуострове это привело к подорожанию продуктов, но оставшиеся на материке фрукты и овощи дешевле не стали. Очень маленький рынок был и просто не обратил внимания. Просто, скажем, в Украине сели. Благоприятно влияют на цены дешевеющие дистопливо и минеральные удобрения. Их цена – основа себестоимости продуктов. И в этом случае срабатывают особенности украинской экономики. Продукты не дорожают. До весны, уверены эксперты. Оскільки у нас катастрофічна ситуація з морквою, буряками, імпортом буде важко, бо питання долара, ви знаєте, судьби долара. Тому навесні зростання очікуване по чаю продукції буде. Що стосується на завершення, по тваринницькій продукції, молоко и все інші види мяса. Тут ситуация будет зростать. Кроме этого, эксперты прогнозируют падение производства продуктов в стране, что также не способствует снижению цен. Илья Смирнов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Цены на нефть продолжают падать. Сегодня на мировых биржах нефть подешевела почти на 4%. Однако это не отразится на стоимости бензина на украинских АЗС, говорят эксперты. А все потому, что Украина на фоне снижения цен на нефть, наоборот, повышает налоги. С 1 января акциз на бензин повысили до 13%. Это компенсирует падение цен на нефть, поэтому цены на бензин не изменятся. На столичных АЗС 95-й бензин подешевел на гривну и сейчас в среднем стоит 19,25 за литр. В зависимости от заправок цена на топливо колеблется от 18 до 21 гривны. За литр дизельного топлива водителям придется отдать в среднем от 15 до 16 гривен. Цена на топливо в Украине, она состоит из нефти только на 40%. То есть 40% это и есть закупочная стоимость топлива на границе. 60% в цене, из них 45% это налоги, акцизный сбор и НДС. И оставшиеся 15% это затраты и прибыль автозаправочной станции. Нефтяной фактор, особенно в связи с тем, что цены упали, он перестал быть основным ценообразованием топлива в Украине. Основной фактор это налоги. Налоги у нас выросли. У нас ринок монополізований, там досі, я думаю, крутяться тіньові схеми, і ціни на це пальне, наскільки я розумію, в Україні напряму від ринку особливо ніколи сильно не залежали. Тому ця корупційна складова, вона залишається, доки вона не викорена, то такої ситуації, як в Штатах, де літр бензину вже коштує 10 центів, от ми з вами, на жаль, швидше за все не матимемо. Участников гражданской блокады Крыма назвали последним форпостом на пути захвата южной границы нашего государства. В Киеве под посольством России представители чеченской, грузинской и крымско-татарской общин выступили против агрессивной военной политики Кремля. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал быть готовыми к худшим провокациям со стороны северного соседа. Митингующие написали открытое письмо президенту России, где обвинили власти страны в терроризме. Я даю дуже високу оцінку учасникам громадської блокади Криму і особливо тому, що вони своїми діями, своєю рішучістю повернули
питання деокупації Крима, порядок денний внутрішньоукраїнський, порядок денний світової політики. І вони дали дух багатьом людям, власне, як в окупованому Криму, так і на материковій Україні. Открытое письмо Владимиру Путину. Мы обращаемся к тебе, Владимир Путин, несмотря на то, что ты наш враг. Ты глава террористического государства, бренного остатка Российской империи, что на днях подтвердил Верховный суд Лондона. Вот уже несколько столетий вы, русские, терроризируете все соседние народы, не желающие становиться такими же рабами, как и вы. Не едет. Вместе с рок-звездами и итальянским оперным певцом от концерта в Крыму отказался и Пьер Ришар. 10 и 11 февраля в Симферополе и Севастополе должны были сыграть спектакль «Пьер Ричард III» с участием французского комедийного актера. Российские менеджеры связывают отказ Ришара с давлением со стороны Украины и потенциальными угрозами жизни и здоровью. На официальном сайте французского актера не было упоминания о выступлениях в аннексированном Крыму. В Министерстве культуры Украины отмечают, иностранные артисты, которые сознательно выступают на оккупированной территории, выражают поддержку агрессии и должны нести ответственность в соответствии с законами Украины. Хайтарма в Финляндии. Киноленту украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева показали на международном кинофестивале коренных народов в финском поселке Инари. Фильм представлял заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев. Он описал реакцию зрителей после просмотра фильма и выступления самого Муждабаева как шок. Люди не верят, что в 21 веке возможно угнетение целого народа. Фильм «Хайтарма» рассказывает о сталинской депортации крымских татар 1944 года. Эта трагическая страница в истории народа показана через историю летчика, дважды Героя Советского Союза, крымского татарина Амитхана Султана. На этом пока все. Хорошей вам рабочей недели. Будьте с нами.